Здравствуйте, уважаемые читатели газеты «Белемдеель», слушатели канала YouTube нашей газеты. Я с огромной радостью хочу представить гостью нашей редакции сегодня, известную всем, Куляш Нагатаевну Шамшидинову. Здравствуйте, Куляш Нагатаевна. Здравствуйте. Куляш Нагатаевна в представлении не нуждается, председатель правления автономной организации образования Назарбаев интеллектуальной школы. Сегодня поводом для нашей встречи стал издание специального выпуска газеты «Белемдеель» Атырау области жетістікке бірге. Был проект такой «Содействие развитию образования Атырауской области», который инициировал акимат Атырауской области совместно с Назарбаев интеллектуальными школами. Куляш Нагатаевна, очень интересно узнать, почему этот проект был реализован именно в Атырауской области. Потому что там скопилось много проблем в образовании? Или это, наоборот, свидетельство того, что аким области дальновидный, прорывной? Вот в связи с чем этот проект возник? Вы знаете, я думаю, что сейчас любой руководитель думает о том, на каком уровне развивается сама система образования региона и в дальнейшем на что надо обращать внимание. Потому что каждый человек понимает, что главное – это человеческий капитал. А основа человеческого капитала, она как раз-таки складывается в системе образования, со школы начиная. И вот поэтому, с одной стороны, видимо, понимание современного мира, понимание роли человека в развитии экономики, понимание человеческого капитала, а с другой стороны, видимо, их натолкнуло на эту мысль результаты Атырауской области по качеству образования. Были определенные, уровни, где находится Атырауская область, они сами себе увидели и, видимо, хотели понять, в чем причина и над чем надо работать, чтобы дать действительно для дальнейшего развития системы образования Атырауской области какой-то хороший толчок, чтобы оно послужило тому, чтобы дети могли получить качественное образование. Но, на мой взгляд, этот проект уникальный, да, потому что общаясь при подготовке спецвыпуска с вашими коллегами, сотрудниками, они говорили о том, что это полевое исследование. То есть это не в кабинетах, не на заседаниях эксперты обсуждали, а выезжали непосредственно в регион, были созданы рабочие группы. То есть они выезжали непосредственно даже в отдаленные сельские школы, так это было? Да, мы действительно сказали, да, у нас на руках были данные качества образования внутришкольного оценивания области, потому что сейчас это не проблема, работает система НОБД, вы знаете, в стране, поэтому четвертные оценки, качество знаний по итогам года, результаты единого национального тестирования можно сейчас спокойно собирать, сидя у себя в кабинете. Но важно было понять, кто работает, над чем работает, что волнует людей, которые работают в системе образования, что волнует всех участников образовательного процесса, это учащихся, учителей, их родителей и местного сообщества. Поэтому важно было провести полевое исследование. Полевые исследования, чтобы проводить, надо было собирать группу. На самом деле 50 школ, где мы проводили полевое исследование, определял сама Атырауская область. И нам было важно, чтобы среди этих школ были и городские, и сельские, и отдаленные, и малых городов, и районных центров. Поэтому, когда они определили эти школы, мы скомплектовали группу, и в группе принимали участие люди, которые знают школу изнутри. Это были учителя. Это были члены администрации Назарбаев интеллектуальных школ, это были эксперты, это были ученые, это были методисты. Люди выезжали, и на месте мы посещали уроки. Для того, чтобы определить, какая помощь нужна, какая поддержка нужна учителю, мы посещали сотни уроков. Десятки уроков посещали. И посещая уроки, сразу тут же давали обратную связь. А чтобы дать обратную связь, сам человек, который принимает участие на уроке, должен очень хорошо понимать методику, технологии обучения, образовательную программу, учебные программы и планы. Второе, мы проводили анкетирование. Среди учащихся 100% 8-11 класса. Среди родителей 100% мы охватили учителей, администрацию школы. Кроме этого работала фокус-группа, где задавались вопросы. Мы изучали, как организовано управление школы, какое участие принимает сама управляющая организация в школе, ученическое самоуправление. Мы смотрели, как оценивают уроки дети, как оценивают уроки учителя, как оценивают уроки родители, как оценивают уроки администрация. И сопоставляли данные.
Мы изучали опросным путем, какую помощь необходимо оказывать учителю, кроме того, что мы принимали участие на уроках. Мы смотрели, каким образом используются цифровые технологии, современные методика, технология обучения, где проблема учителя, в чем он нуждается. Поэтому мы смотрели, какие подходы к школе, не опасно ли идти в школу ученикам, горят ли лампочки в этих уличные лампы, вот эти световые оформления, смотрели, есть ли там бродячие собаки, есть ли там тротуар есть или нет, как дорога, по которой идет ребенок, и проезжая часть, где проходят машины, насколько они, значит, друг к другу очень близко расположены, насколько опасно, насколько безопасно. Помимо этого мы смотрели по благополучию детей, и мы те проекты, которые мы делали вместе ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, эти программы мы полностью передавали им. Изучали, какое дополнительное образование, как оно организовано в школе, вне школы, какое участие принимают родители вообще в школьном самоуправлении. Поэтому вот эти все вещи нельзя увидеть, сидя за 1000 километров. Поэтому приехали внутри посмотреть. И самое интересное, наши учителя с удовольствием показывали мастер-классы. Самые интересные учителя атраусских школ, где мы были, сами просили провести мастер-класс. И вы не забывайте, все это было проведено как раз-таки в разгар пандемии. Она тоже, мы, например, людей туда отправляли, мы переживали. Потом, когда мы узнали, что где вот в сельской местности, где живут люди, дома у директора. Директор заболел, люди назад приехали, мы их домой не пустили, наших учителей. Мы их устроили в гостинице, сдали ПЦР после того, только что у них, значит, ПЦР чистый, после того, как карантинный срок прошел, мы им разрешили уже идти в свои семьи. Поэтому, понимаете, это очень большая, серьезная организационная работа. И главное, те люди, которые поехали в школы, мы говорили, вы не проверяющие. Вы должны увидеть то, что у них хорошо, то, что им не хватает. Поэтому на первое место должен выходить доброжелательность, профессионализм. Вообще вот в этом плане доброе отношение к человеку, доброе отношение к каждому человеку, с кем ты проводишь анкетирование. Помимо этого мы провели мониторинг учебных достижений учащихся 4-8 классов. Значит, насколько освоена учебная программа. Затем мы проводили мониторинг функциональной грамотности по методике ПИЗа. Затем те данные, мониторинговые данные, которые мы получали, его мы сопоставляли с внутришкольной оценкой. Выше, ниже. Мы увидели, что есть и завышение, и занижение оценок. Мы видели шкалы, куда, каким образом идут. Мы выяснили, по каким предметам идет затруднение детей. Почему в начальной школе высокое качество образования начинает падать при переходе в основную школу. Именно по каким предметам. И на эти вопросы ответы находить не просто так было. Поэтому пришлось параллельно изучать научную литературу. Изучать международные исследования. Искать, почему вообще вот это качество образования с начальной школы падает, в основной школе падает, а потом он никогда не достигает того уровня, который добивались в начальной школе. Немного идет повышение уже в старшей школе, и то она неустойчивая. Но эти моменты мы там увидеть не могли. Поэтому нам пришлось это уже дополнительно, параллельно изучать мировую практику, изучать международные исследования, российские исследования смотрели за рубежом. И мы, конечно, вышли к тому, что очень серьезные вещи у нас выпадают в вопросах развития понятийного мышления у детей. Поэтому вот такие вещи смотрели. Кроме того, надо было смотреть, мы сравнивали качественные показатели педагогических кадров с качеством образования. Имея высокое качество педагогических работников, не получать качество образования низкое, это не в чем дело, где проблема. Вот задача была вот это находить. Поэтому полевые исследования в этих вопросах очень помогать. И я должна отметить высокую самоорганизованность людей, которые принимали участие в этом исследовании. Если бы они не захотели, качество было бы ниже. Это была заинтересованность. Люди хотят давать качественное образование. Люди хотят понимать, где у них проблема. Но мне кажется, этот уникальный опыт был бы интересен и в других регионах. Не собираетесь масштабировать вот такие полевые исследования, или это зависит от заинтересованности местных властей? Это, во-первых, зависит от заинтересованности местных властей, во-первых.
Во-вторых, это очень серьезные, требует очень серьезные человеческие ресурсы. Мы же не только исследовательская организация, мы обучаем детей, поэтому во время учебного года оторвать людей от преподавания предмета нам тоже нельзя, потому что оно напрямую потом будет влиять на качественное образование наших своих учащихся. Поэтому, когда вот такие исследования делаются, необходимо сперва подготовить определенную группу в самом регионе. Ну и Куляш Нагатаевна, по результатам исследования, какие выводы? Какова ситуация в Атырауской области? Все ли хорошо, все ли плохо? Или все нормально, движемся дальше? Какова ситуация в Атырауской области? По результатам исследований знает Атырауская область. Значит, поэтому я считаю, что результаты исследования делаются не для того, чтобы всем вот так выйти и сказать, там у них вот это хорошо, там у них вот это плохо. Она делается для региона, для дальнейшего развития. Самый главный вопрос здесь, работающие люди там в системе образования поняли, над чем им надо работать. Прежде всего мы посмотрели вот что. Во-первых, самой серьезной проблемой, которая есть у учителей, это первое умение анализировать собственную деятельность. То есть умение каждый раз анализировать показатели, которые он получает в результате обучения детей. То есть четвертные оценки, СОРы, СОЧи, итоговая оценка, их сравнивать, делать прогнозы. Значит, нужна аналитическая группа. Поэтому мы из числа сотрудников управления образования Атырауской области и районных отделов образования подготовили людей, как работать со статистикой, как их анализировать. И мы, кстати, в этих школах тоже научили людей, как надо обрабатывать. Буквально в январе группа сотрудников системы образования Атырауской области у нас прошли стажировку. Значит, вторая проблема, которую у учителей, которую увидели, это разработка заданий, вопросов, задач по критериальной системе оценки по предметам. Поэтому очень большой пласт курса повышения квалификации было именно посвящено этой тематике. Потому что, видите, прямые вопросы задавать всегда хорошо. А мы должны задавать вопросы понимания, чтобы получить, понял человек или не понял, умеет он это использовать в своей работе или нет. Вот этот вопрос оказалось. И третий вопрос – это интеграция содержания, внутрипредметного содержания и межпредметного содержания. В современных условиях отдельно химию, физику, биологию изучать можно. Но мы живем в таком мире, где оно идет интегрировано. Особенно, например, предмет биологии. На уровне клетки проходят и химические, и физические явления. Его отдельно ты не можешь осматривать. То есть именно интеграция внутрипредметного содержания и межпредметного содержания. Вот здесь есть определенные затруднения у учителей методики технологии преподавания. И четвертая, самая большая, крупная, вот такая нам казалась проблема, это практикоориентированность предметного содержания. Мы здесь не говорим. Вообще неправильное понимание, когда говорят, вот зачем мне академические знания. Нет, основой является знание. Основой является знание. Умение применять знания – это уже следующий вопрос. Вот поэтому именно в этом вопросе есть затруднение учителей. Вот поэтому эти 4 группы вопросов мы скомплектовали, и вокруг этих 4 группы вопросов мы начали работать с учителями Атырауской области. И потом, вы знаете, что Назарбаев интеллектуальной школы проводит очень много онлайн-мероприятий, семинаров и круглых столов. И как раз-таки мы в последнее время на эти вопросы больше обращаем внимание. На самом деле современные технологии, современные цифровые технологии образования, она дает много возможностей использования полученных знаний. Например, в Назарбаев интеллектуальных школах является одной из главнейших идей в преподавании – это умение конвертировать идею в конкретные проекты. Поэтому у нас сегодня, например, более 100 детей уже имеют авторские права, имеют патенты уже на реальную конкретную модель в области математики, информатики, химии, биологии, нанотехнологий. Почему? Потому что мы всегда говорим, любая идея, она должна конвертироваться. Да, сегодня в школе он, может быть, не такое получит развитие. Да, у него, может быть, не получится. Но и тот же Эдисон, чтобы получить лампочку, сколько опытов проводил. Когда ему говорили, вы 1000 прав, он сказал, ничего, зато у меня есть и удачный, и неудачный опыт. Ну, в принципе, здесь как раз-таки эти вещи мы здесь тоже хотели дать. Второе, мы пытались им
консолидировать учебную работу с воспитательной работой, внеклассную работу с основными уроками. Почему? Дополнительное образование – это не просто дополнительное образование, это дополнительная возможность мотивировать человека учиться, заинтересоваться чем-то. Делая что-то, какие-то проекты, он начинает искать знания. Он начинает искать дополнительно где-то что-то находить. Вот понимаете, поэтому здесь вот именно с этой позиции мы посмотрели, мы передали 9 программ, это в основном элективные курсы на инженерные темы, на технические темы. Это сегодня является интеллектуальной собственностью Атырауской области, и они, если захотят, поделятся. И мы, кроме того, обучали людей, как эти кружки надо проводить. Поэтому вообще мы должны понимать, что школа – это очень такой целостный организм, где идут уроки, где идут курсы, где проводятся проектные работы, где организована воспитательная работа. Поэтому вообще саму воспитательную работу никогда нельзя отделять от основной учебной деятельности, потому что каждый урок, он несет очень серьезный, огромный воспитательный потенциал. В ходе исследования, вот как интересно в Атырауской области поставлено дополнительное образование, вообще кружки, там это все достаточно на хорошем уровне, инклюзивное образование, а на каком уровне профориентационная работа проводится? Вы видите, когда идет такое исследование, обмен информацией идет только между двумя организациями. Поэтому сегодня сказать хорошо или плохо я, к сожалению, не могу, потому что это результаты серьезного исследования, и он носит определенные этические нормы. Поэтому я хочу сказать вот что. В любом вопросе, и в вопросе профориентационной работы, и в вопросе дополнительного образования есть свои плюсы, есть свои минусы. И вот если мы будем смотреть, где минусы есть в вопросах, например, профориентационной работы, да? Мы, когда задавали вопросы, дети, когда отвечают на вопросы, они называют ограниченное количество профессий. И это интересно, вот в городе дети больше называют, в районных центрах меньше, в селах еще меньше. Поэтому здесь сам факт, что насколько дети знают современные профессии, современные развитие технологий, этот вопрос, мне кажется, это не только касается Атырауской области, во всех нас, все наши школы. Мы сейчас должны детей учить к тому, и детям, по крайней мере, рассказывать, что современная технология как меняется, и как может меняться вообще сам рынок труда. И в рынке труда потребности какие могут быть. А что касается по вопросу дополнительного образования, конечно, как и везде, у нас преобладает более такого творческого характера. Рисуют, шьют, вяжут, да? Но вот такие как инженерно-технические немного меньше. И при этом, надо сказать, дать такое хорошее, интересное, такое по всей стране пошло движение, это робототехника. Вот здесь хорошо. Конечно, хотелось бы в дополнительном образовании во всех областях были именно кружки, направленные на кодирование, на программирование. Вот понимаете, вот такие вещи. Поэтому вот это современный мир, когда двигается вперед, то, что в школе еще не успевает, школа еще не может давать силу материально-технической базы, силу кадровой, что-то, да, здесь как раз дополнительное образование быстрее должен идти. Он быстрее это должен принести, пока он до школы придет. Это как раз программирование, робототехника, инженерный. Вот с этой позиции, я бы сказала, есть вопросы, над которыми надо работать. Тем более это актуально в связи с последними заявлениями главы государства о том, что мы сейчас должны, казахи, молодые казахстанцы должны быть технарями, да, на этот край. Да, вот знаете, это когда прозвучало, это очень хорошо. Потому что, вы видите, помните, мы про понятийное мышление говорили. В принципе, понятийное мышление, он сам по себе вместе с человеком не рождается. Он постепенно развивается у человека. И почему в школе системно даются предметы, почему какой-то предмет начинает с 5-го, какой-то с 7-го, это же не просто так. Потому что особенно как раз естественно-научный цикл, математика, он хорошо формирует понятийное мышление. Именно с этой позиции идет логическая память, эти вещи, о которых мы говорим. Поэтому вы понимаете, для того, чтобы развивать человека, чтобы он всесторонне развивался, у дополнительного образования огромные возможности, огромная роль. Потому что те знания, которые ты получаешь на уроке, где на практике можно применять? Наших школьников на работу не примут. Значит, в дополнительном образовании.
где ты это руками начинаешь делать, где ты идею начинаешь превращать в конкретный проект. Из чего-то что-то хорошее получается. Вот поэтому именно в этом плане использование полученных знаний на практике, роль дополнительного образования огромная. Если ты, например, в кружке рисования, ты не просто должен рисовать, ты уже будешь изучать состав краски. Где, как, чем будешь красить, каким образом. Это уже химия. Это уже математика, сколько краски тебе надо. Понимаете, дополнительное образование – огромный потенциал, который мы должны использовать. И кроме того, дополнительное образование – это не есть только то, которое, значит, вообще у нас дополнительное образование обычно делается как? Есть человек, он двигается. Уехал человек из села, этот кружок закрывается. Поэтому сперва, наверное, надо искать внутри села, внутри населения, кто есть, который может поделиться. Вот до пандемии в Назарбаев интеллектуальных школах более 300 родителей бесплатно проводили курсы в Назарбаев интеллектуальных школах, то, что они умеют делать. Они к этому учили детей. Этого можно делать в любом селе, в любом городе. И вот вообще, когда мы вот в Атырауской области были, потом проект «Сельская школа» делали, вот особенно проект «Сельская школа», когда мы делали, я бизнесменам говорила, вы знаете, в школе есть вещи, которые ребенок неохотно делает. Но он должен эту математику изучать, он должен эту химию изучать. Но в школе можно сделать такие кабинеты, куда ребенок с удовольствием придет. И работая в этих кабинетах, можно у него разбудить интерес к предмету. Вот, например, швейная. Почему бы нет? Он шьет, он что-то делает, он расходы делает, он с математикой связывает. Это геометрия, это лекало, резать надо. Понимаете? Или, например, станки, где он режет, что-то делает. Или робототехника, где он начинает делать что-то. Или программирование, которое он начинает делать. Поэтому мы говорили, давайте создадим, вот, где можно шить, где можно вязать, где можно резать и вот, макеты делать, где можно роботы собирать. И мы говорили, давайте сделаем библиотеку уютной. Вы знаете, в одной из школ, которой мы помогали, в библиотеку дети не заходили. Когда мы там поработали, по-другому поставили, все диваны вытащили из кабинетов, других кабинетов и поставили в библиотеке, дети начали ходить. И даже библиотекарша говорит, раньше я одна сидела спокойно, сейчас, говорит, покоя нет, в библиотеке постоянно дети находятся. Надо сделать библиотеку уютной, красивой, и надо сделать интересной, чтобы туда приходили дети. Библиотеки, вот, например, я тоже за рубежом, когда ездила, видела, сейчас в библиотеках даже есть уголки, где дети собираются и макеты собирают. Надо сделать так, чтобы ему было интересно сюда приходить. Он начинает что-то делать, он начинает искать. Он начинает находить, потому что чего-то, каких-то знаний не хватает. Он садится в Гугле, найдет, что это такое. Он будет изучать дополнительно что-то. Для того, чтобы дети хорошо учились, мотивация должна быть, интерес должен быть. Вот поэтому мы говорили. И вот потом я им говорил, вот вы сейчас вот это сделаете нам, поставьте кабинет швейника, поставьте кабинет информатики. В сельских школах так делали, вот они поставили, вот Айтас КЗ очень хорошо помогал. Вот все это поставили, да, а потом я им говорю, а теперь нам давайте приведите в порядок кабинеты химии, физики, биологии. Вот таким образом идет, потому что одновременно всю школу мы оснастить не можем. Значит, постепенно надо все это делать. Вот если возвращаясь к нашему проекту в Атырауской области, опять же, в ходе подготовки спецвыпуска очень огромный контент, мощный, колоссальный, и мы сейчас получаем хорошие отзывы о том, что им очень пригождается этот контент, который мы здесь вот разместили совместно с вами. И вот оттуда же я взяла информацию о том, что с метод-центром управления образованием вы пилотировали программу «Биеры Код Бассе» в 16 школах Атырауской области «Крепкая семья». Вообще, насколько это важно? Семья, образование, дети? Это очень важно. Я помню, мы только 2009-2010 годы, когда только Назарбаев интеллектуальные школы первые открывались, и мы первое время нажимали на академическую, потому что все говорили, вот у вас победителя олимпиад нет, вот у вас того нет, третьего нет, и мы на это нажимали. Но в какой-то момент мы остановились, сказали, нет, нам же надо работать воспитательной работой. И начали думать, что будем делать. И мы пошли проектными путями, да, вот проект такой, проект такой, проект такой, шли вот таким образом. И мы поняли, если нас не поддержит семья, родители,
очень тяжело будет работать. Для ребенка первый авторитет – это его папа с мамой. Это правильно, так оно должно быть. Если папа с мамой поддержат нас, тогда работа пойдет. Когда мы начали смотреть детей в группе риска, когда ребенок находится в группе риска, когда у него депрессивное какое-либо состояние, тут все мы должны объединиться. Школа, семья, родители. И вот мы долго искали, мы нашли очень такой серьезный проект ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, да, «Крепкая семья». «Крепкая семья», мы обучали наших родителей. Это сперва на русском, потом на казахском языке. Мы сперва опробировали в наших школах. Оно в наших школах пошло. Очень большим интересом пошла. И в этом проекте как раз-таки принимает сам ребенок, дети. И мы этот проект вместе с международными организациями отработали в Атырауской области. Подготовили людей, которые это будут организовывать. Я надеюсь, оно дальше пойдет. Вот знаете, никогда нельзя противопоставлять школу семье, семью школе. Они должны вместе. Вот есть восточная пословица: для того, чтобы воспитать одного ребенка, нужна целая деревня. Это окружение, ближайшее окружение ребенка. Кто находится с ребенком постоянно? Кто? Это семья и школа. И вот поэтому вот семья и школа, пока крепко не будут дружить, крепко рука об руку не пойдут, будет очень много вопросов именно воспитания детей. Поэтому мы этот проект «Крепкая семья» и пошли. Мне кажется, в Назарбаев интеллектуальных школах, в тех же системах Билим, инновация, лицея, вот этот тандем семья-школа, он очень хорошо решен. Транслировать бы его на все общеобразовательные школы, там, мне кажется, большая брешь еще имеется в этом плане. Я думаю, что школы это очень хорошо понимают. Я думаю, что мы готовы всегда транслировать этот опыт, и мы дальше его будем транслировать, потому что, видите, надо готовить тренеров, надо их обучать. Вот в этом плане мы как раз-таки опираемся и на международные организации, и на свой центр педагогического мастерства, и свой центр. У нас есть департамент обеспечения благополучия учащихся, и вот мы эту работу будем делать. Вообще мы поняли, что сейчас очень хорошо, очень серьезно, очень качественно должна работать психологическая служба школы. Она должна быть сильной. Не один психолог на всю школу, а серьезная психологическая служба. Эти психологические службы должны контактировать с государственными органами, государственной структурой психологической службы, которые у нас в стране имеются. Поэтому вот «Крепкая семья» как раз-таки она, чтобы организовать этот проект, нужны психологи. Вот департамент благополучия семьи, да? Детей, Учащихся детей, он давно был создан? Он у нас где-то уже 4-й или 5-й год работает. Почему? Потому что мы же очень много смотрим, изучаем. Если благополучие есть, то и учится ребенок, и дальше двигается, развивается. Потому что вы, просто вот смотрите, что главное у человека в жизни? Чтобы была благополучная среда, где он спокойно развивается. Если ребенок учится, если взрослый человек работает. Благополучие – это очень важная составляющая в жизни человека. Поэтому, наверное, кому-то это покажется, что вот громко придумали. Но я вам скажу, самые тяжелые работы именно в этом департаменте. Я не считаю, что это громко придуманное. Наоборот, я сейчас почерпала для себя такую вот идею из того же нашего спецвыпуска, что я бы хотела совместно с вашим департаментом благополучия поработать, потому что на самом деле очень большой спрос на консультации психологов в школах. Мы могли организовывать какие-то круглые столы, консультации, потому что очень много сегодня детей, которые имеют суицидальные наклонности, насмотревшись вот этого контента в интернете, травмируют себя дети. Да. Царапают, потому что не могут выразить боль свою. Я думаю, что это очень важно, иметь такие... Да, это, конечно, это очень важно, надо очень серьезно, потому что, видите, вот, может быть, в классе все дети могут быть благополучными, но если у одного ребенка депрессия, проблема, это огромная проблема, с которым надо работать. Поэтому, видите, вот вы сейчас понимаете, вы говорите, я же сейчас сказала, что самая трудная работа в этом департаменте. Мне иногда кажется, что самим психологам школ, самим людям, которые непосредственно, им самим психологическая помощь и поддержка нужна. Потому что когда ты видишь, встречаешься с человеком, хоть один человек, его проблемы, его вот те, которые его волнуют,
оно тебе полностью передается, ты тоже вот пытаешься этот вопрос решать, иногда можешь, иногда не можешь. Это очень многие. Вот в таких случаях, вот даже для взрослого человека нужна психологическая помощь и поддержка. Для того, чтобы психолог работал спокойно с детьми, и чтобы он мог ему помочь, он сам должен быть психологически уравновешенным. Вот. Это непростые вещи, это непростые вопросы, потому что современный мир, он же такой, видите, он же такой непростой. И сегодня в интернете люди размещают любые материалы, не задумываясь. Они же не думают, что этот материал читает и маленький, и взрослый человек. Если этот материал видит неокрепший человек, неокрепший маленький ребенок, он же может его по-своему понять. И поэтому здесь прежде всего моральная ответственность, этические нормы у каждого человека должно быть. Он должен, у него внутри должно быть такой, который скажет: стоп, не размещай этот материал. Нельзя этого делать, потому что его читает не только взрослый человек, это читает еще маленький человек. Сегодня очень много фейковых материалов в интернете, которых мы, не задумываясь, друг другу отправляем. Мы не знаем, что он правда, неправда. А вы знаете, по-моему, этот говорил американский, английский премьер-министр: пока правда надевает штаны, ложа, Черчилль говорил, пока правда надевает штаны, а ложь уже несколько раз обойдет весь мир. Вы понимаете, поэтому вот человек должен задумываться, вот прочитал, ты должен понять, это правда или неправда, прежде чем его кликнуть и еще отправить кому-то. Поэтому здесь есть очень серьезные вещи, которые должны, вот у каждого человека внутри должен быть стоп-кран, который, оно должно, вот вы знаете, вот да, у меня есть право, но у меня есть еще и обязательства, обязанности. И мои права заканчиваются там, где начинаются ваши права. Защищая свои права, я не имею права нарушать ваши права. Вы понимаете, вот такие этические нормы, вот эти вещи, которые воспитываются в человеке не просто школой, семья, школа, общество это воспитывает. И вот ответственность должна быть. Конечно, когда что-то случается, обвинять кого-то просто так. Просто так. Но мы же должны понимать, а где я сам был. Или вот вы средства массовой информации, не задумываясь, иногда печатаете, не задумываясь, по телевизору передаете, через все ваши всевозможные каналы передаете информацию. А эта информация дальше как сработает? Но мне кажется, традиционные средства массовой информации все-таки в этом плане более ответственные. Они имеют какую-то, отвечают за каждое напечатанное свое слово и сказанное в эфире контент. А вот именно в социальных сетях происходит хаос, конечно. А, к сожалению, молодое поколение у нас читает не традиционные СМИ, а как раз-таки подпитывается информацией. Мне кажется, здесь вот именно нужно наводить порядок именно в социальных сетях. Больше ответственность блогеров, ответственность тех, кто сейчас каждый, кому не лень, может выставить пост, выдать информацию, свою интерпретацию событий, и это очень печально, конечно. Это очень печально. Конечно, можно законодательно урегулировать. Но мне кажется, еще раз, это зависит от человека, от того, насколько ты сам понимаешь, что ты сам размещаешь в интернете. Ты сам должен нести ответственность за это. Этот же материал же может прочитать и твой ребенок. Это же надо понимать. Поэтому, понимаете, здесь, конечно, есть законодательные нормы. Есть эти вещи, наверное, тоже рычаги надо, наверное, смотреть. И ответственность должен смотреть. Но все-таки я думаю, что каждый человек должен быть ответственен за свое слово. Да, традиционные средства массовой информации в этом плане более корректные, более... Но, к сожалению, молодежь же считает у нас и другую сторону. Да. И они насколько сами имеют. Вот как-то у меня был разговор с одним нашим ребенком, и он говорит: я вот хочу на эту тему писать. А я задала вопрос: а у вас опыта достаточно? Вы эту тему полностью раскрыть, понять смогли? Для того, чтобы тему раскрывать, ты должен сперва это понимать, знать. И тогда он согласился, сказал: да, вы правы. И вот, понимаете, вот здесь она очень такая непростая вещь. Вот сейчас очень много экспертов. Я работаю в системе образования лет 40, наверное, в разных ситуациях, начиная от учителя
и директором школы была, и сейчас школы возглавляю. Я себя экспертом не считаю. Эксперт – это очень серьезная работа, экспертиза. Мы очень часто к нам обращаются, дайте экспертизу. Иногда мы говорим, нет, это не экспертиза, это мнение, это видение. Но это не экспертиза. Экспертиза – это серьезная научная, методическая, научная вот это исследовательские работы. Поэтому, видите, век такой, наверное, каждый человек себя считает экспертом. В этом веке, конечно, людям очень тяжело понять, где правда, где ложь, где фейк, где. Поэтому, ну, а что делать? Мы в этом веке живем, в этом месте живем, поэтому надо как-то себя готовить к пониманию, что происходит. Ну, если говорить о нашем проекте и специальном выпуске, который мы выпустили, я считаю, что это очень полезно будет для всех читателей газеты «Белемдеель» увидеть, как развивается образование в конкретном, отдельном, точечном регионе. И вы правы, конечно, Кулеш Нагатаевна, что это информация между двумя сторонами. Заказчик – это Атырауская область, Акимат, и вы, организация, которая провели огромную, колоссальную исследовательскую работу. Поэтому, насколько это возможно, мы это отразили в газете. Я думаю, что это принесет большую пользу этому региону и поднимет на новый уровень развития образования Атырауской области. А в целом я бы хотела сказать вам большое спасибо за информационное сотрудничество с газетой «Белемдеель». И вам лично, Кулеш Нагатаевна, большое спасибо за то, что вы 3 года назад инициировали социальный проект «Моему учителю с любовью». На самом деле он так неожиданно появился, вот как-то вот родился. Я помню тот момент, когда вы лично подарили 12 ветеранам образования газеты. И с тех пор это действительно становится какой-то привычной традицией. У нас уже и депутаты, и учителя, и бизнесмены. Нет-нет, звонят в редакцию, говорят, а вот у вас же есть такой социальный проект, мы бы хотели подарить учителю. Поэтому спасибо большое. И вот недавно мы с вами, когда общались, вы высказали еще одну идею, Кулеш Нагатаевна. Я не хотела ее сама озвучивать, но, пользуясь случаем, все-таки замечательный проект вы опять предлагаете нам открыть в газете, который условно будет называться «Есть такая школа на земле». Почему вам такая пришла идея? Она на самом деле замечательная. Вы знаете, у каждого из нас есть своя школа, где мы учились. И мы с большой любовью, с большой добротой, с большой теплотой это вспоминаем. И вот в последнее время очень много начали, вот школа плохая, школа не такая, школа не то делает, школа не так делает. Нельзя так относиться к школе. В школе происходит то же самое, что происходит в обществе. К школе надо относиться с уважением. Я всегда говорю, нельзя к школе и в больнице прямо к крыльцу подъезжать в машине. Надо туда пешком приходить. Это место, где дети наши находятся. Больница – это место, где больные люди лежат. Вот понимаете, вот есть какой-то, вот должно быть какие-то вот нравственные, что ли, какие-то ограничения у каждого человека. И я подумала, мы же все учились. Я ничего плохого о своей школе сказать не могу. Я ничего плохого о тех учителях, которые меня обучали, я не могу. Поэтому я хочу сказать, есть такая школа на земле, которая мне дала возможность выйти в люди, получить аттестат зрелости, получить среднее образование, научиться читать, писать, уважать друг друга. Я до сих пор с огромным уважением вспоминаю своих одноклассников, учителей. В университет, химический факультет КАЗГУ для меня, как вот знаете, вот мы с сокурсниками встречаемся, мы ни о чем не говорим, мы всегда вспоминаем молодость. Вот знаете, вот как-то вот мы благодарны всегда. Поэтому я думаю, вот таких людей, которые благодарны своей школе, много. Мы должны поднимать наши школы, мы должны нашей школе помогать все. Кто может, пусть финансовую помощь оказывает, кто может, пусть просто с детьми поговорить, кто может просто добрым словом поможет школе. Поэтому вот такая вот, когда мы с вами встречались, как раз таки я тогда и думала, почему бы не написать о своей школе и сказать, есть такая школа на свете, которую я люблю. Я с большим уважением сейчас могу сказать, почему я химический факультет КАЗГУ выбрал. Потому что у меня был великолепный учитель Сарат Шкамбаева. Я с удовольствием сейчас Апен Скабаева, воспитатель нашего класса. Как мама была. Мы же в интернате жили, как мама была. Учитель истории. Жили? Да. Хаким Агай, который преподавал нам математику. Великолепный математик. Сапар Агай, который преподавал нам физику. Вы всех так поименно помните? А я более молодых людей, когда у них спрашиваю, вы помните свои? Они не помнят своих учителей почему-то. Я почему, например, Камиля Апай, которая меня в 1 класс приняла.
и которая научила писать, читать. Галина Рахимбаева, первый директор школы, которой я училась, к сожалению, это школа-интернат номер 3, который расположен был в колхозе имени 22-го партийного съезда, тогда это было Ашула. Ваша школа находится в Талдыкурганской, да? Я с 1 по 7 класс училась в школе-интернат номер 3. Она сперва называлась имени Канш Сатпаева, потом имени Нурмолды Алдабергена. К сожалению, эта школа закрылась. В 7 классе я перешла в 4-ю школу-интернат в городе Алматы. Это относится к Алматинской области. Там был очень великолепный директор Ахмед Бапиев. Ибрагим Дусубжанов, композитор детских песен, он у нас руководил хором. Я помню Бердыхожину Нагиму Апайнашу, которая преподавала русский язык, или Маргариту Салдыгашеву, которая преподавала русский язык у нас. Я помню, я же сказала, там Сарат Шхамбаева, которая нам химию преподавала. Вы понимаете, Сапарага, Хакимага, физика, математика. Вот знаете, вот это вот настолько вот Сарх Тапай, это заместитель директора был по учебно-воспитательной работе, который вот, если не дай бог опоздаешь на урок, она тебе на тебя так строго посмотрит, ничего не скажет, и ты уже бежишь и думаешь, почему я не невидимка. Они просто из меня лепили человека, который потом, выйдя из школы, вот это все добро, которое они дали, с собой носишь. Оно во мне, оно никуда не делось. А потом уже появились учителя в жизни, с которыми я вместе начала работать. Это Уралбек Нурсиевич Жакьянов, Шигиров Аманказах Меткалевич, это Яковлев Петр Дмитриевич, это Садвакасов Ахмед Садвакасовна, с которым я работала. Это Сидуманов Сергей Тураевич, мы с ними работали, Сагиля Сергалиевна. Вы понимаете, это люди, которые мы вместе работали, ошибались, учились, двигались дальше. Это Сакин Имбаевич, который уже, к сожалению, нету, ушел из жизни. Это те мои коллеги, которыми я сейчас работаю. И у молодых ребят мы учимся многому. Вот я иногда говорю, хорошо, что в организации есть люди и взрослые, и есть люди молодые, потому что взрослые, мы как стоп-кран иногда работаем, а молодые, наоборот, толкают нас, двигают вперед, и слушая их, думаешь, а он же прав. Они совершенно по-другому видят иногда жизнь и ответы на вопросы. Я иногда вот смеюсь, говорю, ты прямо уже стал совестью нашей организации. Говорю, ну-ка, говорю, как ты думаешь, если мы этот проект проведем, он пойдет или не пойдет? Понимаете, поэтому я хотела сказать о том, что надо беречь, что у нас есть. Я всегда считаю, что самое счастливое время в моей жизни было, это было мое детство. Я из простой, нормальной рабочей семьи. Отец рабочий, мать рабочая, многодетная семья. Но у нас много конфет не было, у нас много игрушек не было. Но я была защищена от всех. У меня был папа рядом с собой, мама. Вот у меня отец умер, когда мне было 10 лет. У меня мои близкие, родные рядом были. Я ни о чем не беспокоилась. Я жила в свое удовольствие, играла в свое удовольствие, помогала бабушке в свое удовольствие. Понимаете, вот поэтому вот беречь семью, семейные традиции, беречь свою школу, защищать ее, говорить доброе слово о ней, это уже моя обязанность, это уже мое обязательство. Университет, химический факультет Казгу. Вот, например, Бремжанов Батыр Ахметович, декан нашего, или Тойбаев, наш замдекана, который каждого студента знал. У кого общежитие есть, у кого общежития нету, знал. Кто в какой комнате живет, знал. Или мы называли Энпанину Павловну, которая каждый день отмечала нас. Да, она отмечала, мы должны были ее не любить, мы ее любим, потому что она всегда знала, мы на уроке или не на уроке, мы ходили на урок. Вы понимаете, поэтому вот это люди, которые, когда я была молодая, когда я была юной, когда я была маленькой, которая еще не понимала, что как есть, они меня вот так вот вывели. Меня удивляет ваша уникальная память, помнить всех учителей сельских, студенческих. Это, мне кажется, не все так помнят. Нет, я думаю, что все помнят. Давайте будем думать о людях хорошо. Будем думать. Но тогда мы будем ждать вашу статью. Я постараюсь. С заголовком «Есть такая школа на земле». Мне кажется, поддержат вашу инициативу, и многие другие люди также напишут. Я думаю, поддержат. Мы же сейчас знаем очень много бизнесменов, которые поддерживают свои школы. И если каждый из них напишет доброе слово о своей школе,
Вы знаете, будут счастливы даже не те учителя, которые тогда работали, Боюсь, будут что в счастливы газету все учителя, не которые сегодня в этой школе работают. И это будет стимулом для тех учителей, которые сегодня работают. Они скажут, вот они же помнят своих, я тоже хочу, чтобы меня помнили дети. Вот. Вы знаете, вот однажды иду в Алмате, как раз по работе поехала, искала спонсоров для организации международной конференции нашей школы. Конечно, со сколькими уже бизнесменами, кто-то поддержал, кто-то не поддержал. Уставшая, иду и думаю, ой, что же делать? И знаете, кто-то кричит, Куляш Налатаевна, я оборачиваюсь, стоит молодая девочка, я ее знать не знаю, не помню. Она говорит, я ваша ученица. Подошла и говорит, спасибо вам большое. Еще сфотографировалась со мной и сказала, сейчас маме отправлю. Вы знаете, вот это и есть награда для учителя. Когда тебя узнает твой ученик, который не бежит от тебя, ой, зачем ее видеть, а наоборот бежит к тебе и говорит, я ваша ученица. А что нам, учителям, еще надо? Куляш Налатаевна, вы ни разу не пожалели, что пошли именно в педагогику? Ведь у вас много талантов, вы, может быть, могли быть доктором, не знаю, какие еще, архитектором, еще какие-то специальности, журналистом, у вас прекрасный слог. Но вы пошли в учителя, в педагоги. Все профессии хороши. Выбирай на вкус. Я думаю, что быть учителем – это очень хорошо. Ты постоянно находишься с молодыми, с детьми находишься. И знаете, у тебя всегда есть план на будущее. Потому что твои планы всегда связаны с детьми. Поэтому я не жалею. Ну, а что тут жалеть? Вот ты знаешь, у тебя всегда есть план. Всегда хочется что-то делать. Потому что ты это делаешь вместе с детьми, для детей. Вот это вот важно. Куляш Налатаевна, почему вы все свои идеи, я немножко буду нескромна, хотите реализовывать именно в Балемдеель? Вот, например, вот этот проект вы предлагаете осуществлять именно на страницах нашей газеты. Есть такая школа на земле. Я не знаю, вот знаете, вот мне кажется, что вот такая газета нужна для учителей. Она нужна для родителей, она нужна для детей. Кто-то читает, кто-то не читает. Но ваша газета мне нравится тем, что она очень многие регионы нашей страны охватывает. И потом она, знаете, вот как-то она к системе образования все это передается, все это вот через ваши газеты передается вот как-то настолько вот душевно, что хочешь, не хочешь, читаешь. Спасибо. Вот это важно. Вот это важно. Вот я же говорю, вообще у любой вещи, у любого проекта должна быть душа. И вот мне кажется, у вашей газеты есть такая добрая, теплая душа. Поэтому, наверное, вот мы работаем. И потом вы сами открыты. Вот тебе легче работать, когда открытые. Вот мы, вот наша организация, мы все открытые. Мы готовы сотрудничать, мы готовы работать, мы готовы делиться идеями. Мы не сидим там, вот это моя идея, чтобы никто не узнал, чтобы я первый выдал. Нет, не в этом заключается. Вот вы сами открытые, вот когда человек открытый, а что бы... Спасибо. Но я всегда помню, когда я впервые газета открылась, я же пришла к вам. Я помню этот момент, мы с вами тогда, это было 8 лет назад, познакомились, я к вам зашла так робко, а вы тоже были открыты, вы же не сказали мне, кто вы, что вам нужно, вы сказали, вы пролистали газету внимательно и сказали, ну в принципе грамотно, но Лизат, я не знаю, много газет открывается, закрывается, посмотрим, через несколько лет продержитесь вы или нет, был такой у нас разговор с вами. А что, надо всегда правду говорить? Правду надо говорить. Да. От того, что будем друг другу там говорить, ой, а что-то изменится, что ли? Сразу надо говорить. Вот не зря же вот иногда говорят, надо иногда бросать тебя в холодную воду и посмотреть, выкарабкаешься ты или нет. Это жестоко. Но иногда жизнь заставляет. Поэтому я, наверное, так и сказала. Правильно. Куляш Налатаевна, вот когда я беру интервью у своих собеседников, я задаю вопрос, в чем формула вашего успеха? Но мне кажется, вы человек, который никогда за успехом не гнались, да? Мне кажется, он у вас как-то сам выстраивался. Вот знаете, если вы ставите целью успех в жизни, вы можете его не добиться. Цель должна быть другая. Цель должна быть совершенно другая. И вот когда ты что-то делаешь, что-то получается, это, наверное, хорошо. Во-вторых, это не я лично, это не я одна. Это люди, которые рядом со мной находятся. Это команда, с которой мы работаем.
это друзья, товарищи, семья, это коллеги по работе. Вообще я считаю, что успешным человек может быть, если он уважительно относится к тем людям, которые рядом находятся, что он доверяет этим людям, что он умеет какие-то вещи делегировать, что-то делать. Понимаете? Поэтому я думаю, что успех любого человека зависит прежде всего от того, какие он строит взаимоотношения с людьми, которые находятся рядом. Вообще, любому человеку надо относиться как к личности, к человеку, который может тебе помочь, может тебя поддержать. И с другой стороны, есть третья вещь – это критика. Реальная, хорошая критика, которая тебя стимулирует. Мы вот Назарбаев интеллектуальной школы сколько лет существуем, нас столько лет критикуют. И с этой критики, от критики, которая действительно честная, принципиальная, нужная, мы всегда делаем выводы. Надо уметь делать выводы из критики. Можно обижаться на критику и сидеть, обидевшись на весь свет. Можно просто с этой критики, эту критику внимательно проанализировать и сказать, а я же могу еще лучше сделать. Спасибо, Куляш Нагатаевна, за беседу. Действительно, мы можем вместе, как вы только что сказали, делать еще лучше, еще больше, для того, чтобы нам всем жилось интереснее, комфортнее, и чтобы мы все использовали свои возможности максимально для того, чтобы приносить как можно большую пользу обществу, людям. Спасибо. Благодарю вас за то, что вы к нам пришли сегодня. Спасибо большое.